Менің туған жерім Дегерес ауылы. Әкем Дулат, мамам Албан. Мамам осы Райымбек ауданы келген ауылдан болады. Алтынордаға ең бірінші студенттік кезден жұмыс істеймін Алтынорда. 2000 жылы осы Алтынордаға контролер болып жұмысқа кіргенмен. Ол кезде менің жасым 19 жаста болдым. Я танимын, сол жерде менің басшым болған ол кісі. Солдың басшының қызметінде істедім мен. Енді бұның бәрі негізі тексерістен басталды. Келді, тексерді, бәрін түсіндірді, көрсеттік. Енді білесіздер, жұмыс болғандықтан шатасатын адам жоқ. Жұмыста әркім адам шатасуы мүмкін. Мүмкін, мысалы, көп затты ұйғарамай қалдырған шығармыз. Бірақ ол көрсеткен затын бәрін орындап, бәрін орнына келтірдік. Налогында төледік, санэпидем жағдайында жақсарттық. Ана өрт қауіпсіздігінде дұрыстадық. Бүткіл жағынан қаншама мекеме келді, сол мекеменің жұмысын бәрін атқарып, тиянақты орындадық. Полный бандитизм. С Киргизии понаехала сейчас там. Офис администрация. Алтынорда. Шынымен келдік, базарды алдық. Я не знаю, там сотрудники они, никаких ни бейджиков, не представляются, приходят, только деньги просят. 8 дней уже ребята работают. Новая администрация, без никаких лабораторных обследований. Есть лаборатория, выгнали, прогнали, цены подняли, люди возмущаются. Повысилось. По сегодняшний день возмущение идет. Мне пишут, ну извините, я бессилен, я ничем им не могу помочь. Да. У нас есть юрист, хорошая девчонка, Камила ее зовут. Я с ней вот разговаривал, позвонил, чтобы ее поддержать немного. Она мне такую историю страшную рассказала. Прямо жесть, вот в Алмате, перед Исентаем мола, 5 там здоровых ребят спортивного телосложения, подъехал бус, загрузили ее туда и вывезли. 2 дня, говорит, в машине, говорит, ну вы поймите, это женщина. Да. У нее семья, дети у нее. Заставили ее переписать. Она мне говорила, что даже вот нотариус был свидетель ее состояния. И нотариуса тоже пришугнули. Вот так и взяли рейдерским захватом. В 2022 году в Казахстане. Я думал, это в других странах СНГ. Но это, оказывается, присутствует у нас. Я в шоке, что новый Казахстан с рейдерства начинается. Да, я уже по-студенчески работал, трудился, родителям помогал. Ну, помните, как раз это 90-е, 2000-е годы, тяжелое материальное положение было. Ну и пришлось мне на рынок, на работу выйти. Ну и в должности контролера до директора вырос. Ну, руководил тоже не одним рынком Алтынорда и другими крупнейшими рынками Республики Казахстан. Ну, конечно, у меня отец строитель, я сам отучился, я инженер-строитель. Я начал строить это с нуля, это с котлована. Я знаю, например, какая там арматура, какой там цемент, какой там бетон. Все это я знаю, потому что я это все своими руками строил. Столько труда туда было вложено. Ну, вы извините, с людьми, тем более, например, когда большая масса людей, конечно, очень сложно. Надо каждому найти подход. С каждым надо общий язык найти. Надо ему объяснить, чтобы он это все понял, чтобы он действительно поверил, чтобы он вкладывал свои вклады, поверив в то, что он завтра получит свой бутик. Я к этому шел. Халықтың сенімі ғой бұл мысалы. Халықтың сенімін табу ол да мысалы оңай емес. Нынешняя администрация, я думаю, никогда такими крупными рынками не руководила. И не знает, как строить это. Люди возмущаются. Вот вчера мне видеоролик скинули, там вот мои же арендаторы возле администрации, даже хотя бы их бы, например, в кабинет бы пригласили бы, в кабинете поговорили бы, стоят, никто их там и не слушает. А у них возмущение что? Самое главное, чтобы с ними общались по-человечески с ними общались, не повышали арендную стоимость. На нынешнее время это же немаловажно. Это все, это аренда, оно на себестоимость товара влияет. Из-за этого повышение идет цен. Рынок региональный. С этого рынка практически весь Казахстан
питается. Конечно, и в Нур-Султане, и в Шымкенте, и в Алмате цены подскочат, а потом мы удивляемся, почему митинги происходят. Меня все знают, я всегда один ходил. Никогда не было, что кто-то, например, да, меня сопровождал и рядом со мной телохранители. Я не знаю, почему Данияр ходит. Он, наверное, насмотрелся голливудских фильмов. Посмотрите, оказывается, не хотят даже здороваться. Здравствуйте, салам алейкум. Данияр, здравствуйте. Здравствуйте. Таныйм ғой, білем ғой, енді байдың баласы. Не деймін енді мен. Там по поводу, по уголовному делу проходил и привлекался. И я знаю, что как бы у него репутация не очень такая хорошая. Я не знаю, как он сейчас собирается вообще руководить. Он никогда этим не занимался. Он не был никогда руководителем. Я уже не знаю, кому верить. Органам прокуратуры, ДРСР, МВД. Надежда только на нашего президента Касым-Жомарта Кемелевича. Я знаю, что очень интеллигентный, очень справедливый человек. Я думаю, он даже и не в курсе происходящей ситуации. Я не знаю, Бузумбаеву больше делать нечего, или заняться нечего. Я вот даже на совещаниях слышал, он там все время только об Алтанырде разговаривал. А что касаемо жителей Алматинской области, проблемы жителей Алматинской области. Это исполнительный орган, который должен, например, не рынками заниматься. Да, все, проверку сделали, мы готовы. Я простой бизнесмен. Я хочу, чтобы все было для народа. Я построил этот павильон сначала для народа. Я вижу, что люди зимой мерзнут, летом очень жарко, под солнцем стоят. Я создал им условия, чтобы они комфортно себя чувствовали. Это простые люди, такие же, как я. Но извините, рынок захватили. Наглым образом взяли молодую девочку, присанули и забрали. Отписали все. Я говорил с Камилой, она мне все рассказала. Ну, представьте себе, хрупкая девушка в каком-то бусике, 4 или 5 там спортивных телосложений здоровых мужчин забрали ее прям. 2 дня в машине катали, наездами, прессовали ее. И все. Отписали. Заходили в офис. Есть видеонаблюдение, где ее ведут. Незаконно зашли, без никаких санкций. Пришли, все документы вынесли с паркинга. Есть лица, есть записи. Все это я могу предоставить. Где мы живем? Это новый Казахстан? Разве так строится Казахстан? На бандитизме? То, что обвиняет нас в рейдерстве, это неправда. Насколько я знаю, то, что Альпиева Алтынбека кинули его друзья, потом перепродали. Я в управление взял у 3-х лиц доверительное управление. Ну, я в шоке, что за нонсенс такой происходит.